Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года для водолеев. Посмотрим основные события на колоде Таро и на колодах Ленорман. Посмотрим отношения, работу, финансы и совет. Итак, первая карта основных событий, основного влияния. Выпадает у нас колесница. Теперь на отношения 3 карты. Для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера, для тех, кто в ссоре. Для работы 3 карты. Для тех, кто работает, для тех, кто ищет работу и для тех, кто в своем деле. Финансы. Совет. Посмотрим, что ждет водолеев из основных событий. Да, карта говорит о том, что могут быть какие-то скорые перемены. Может быть найден выход из какой-то сложной ситуации. Вот здесь у нас были, допустим, какие-то сомнения, что-то не пускало меняться, да, и либо не было выхода какого-то. Вот на этой неделе появится. Также карта связана с партнерством, да, 7-й аркан. То есть здесь все, что связано со встречами, с расставаниями. Здесь может меняться статус, допустим, там, заключение брака и так далее. Также карта связана с повышением по службе, с работой над собой, получением образования. То есть здесь очень много смыслов у этой карты, но все они говорят о том, что происходят перемены, причем очень быстрые, стремительные и резкие. Это могут быть перемены всегда к лучшему, потому что колесница, она всегда нас вывозит из каких-то сложных ситуаций, да, застоя какого-то. Вообще эта карта также связана и с домом. Может быть, здесь будет отъезд из дома по работе, да, либо наоборот возвращение. Вот на карте здесь у нас изображены тут здания, да, вот как раз об этом и говорится, что человек либо может покинуть дом, родину, может быть, даже за границу поедет, да, а может и возвращаться по этой карте точно так же. Но в любом случае здесь вот успех ждет в любых начинаниях. Посмотрим отношения для водолеев на эту неделю. Снова у нас здесь выпадает карта всадника. И эта карта говорит о том, что будет возможность что-то решить в отношениях. Здесь у нас вот мужчина и женщина. Мужчина обращен к нам лицом, женщина отвернута, да. То есть, скорее всего, здесь какие-то ситуации сложные, вызванные непониманием, да, скорее всего, либо обида у женщины, либо она не понимает мужчину, смотрит совершенно в другую сторону, да, может быть, она пытается решить вопрос как бы наедине с собой, допустим, произошла ссора, она может уединиться, да, и не общаться какое-то время, да, и вот нужно проявить инициативу мужчине для того, чтобы вот уладить ваши отношения. Кроме того, может быть возвращение как раз, да, вот по этой карте у нас может быть возвращение, допустим, мужчины вот в дом, в семью, да, может быть, это была рабочая какая-то командировка или еще какая-то поездка, путешествие. То есть здесь вот женщина ждет, а вот мужчина возвращается. Также карта говорит о том, что могут приходить какие-то важные новости, которые вы ждете. И эти новости вас порадуют. Да, у нас здесь светлый такой конь. И, в принципе, вот такое приятное впечатление от этой карты. Несмотря на то, что у нас здесь много темного, но это, скорее всего, как раз вот связано с тайной, с тем, что у нас
ну, вот эта информация имеет для нас большое значение. Может быть, мы не можем принять какое-то важное решение, либо просто у нас на душе неспокойно, пока мы чего-то точно не знаем. Также карта связана с транспортом, могут решаться какие-то вопросы, связанные вот с транспортным средством. Покупка, продажа, ремонт и так далее. Да, вот. Но здесь у нас всадник по направлению к нам движется, да, это значит все-таки либо покупка, либо ну, как бы улучшение, там, тот же самый ремонт, да, позволяет нам как бы пользоваться транспортом. Но в любом случае здесь какие-то важные моменты происходят вот на уровне информации, на уровне каких-то быстро развивающихся событий, путешествий, поездок, возвращений. Давайте посмотрим, что ждет тех водолеев, которые ищут партнера. Здесь у нас женщина, которая смотрит вдаль. Она ждет человека, который действительно ей подходит. Она не соглашается на какие-то случайные связи, она не соглашается на людей ей неподходящих, она ждет только вот того, кто ей подходит. Это у нас изображен на карте закат, да, то есть солнце. Солнце – это как раз вот сигнификатор мужчины. То есть ей нужен настоящий мужчина, который может брать на себя ответственность, который может добиваться поставленных целей, у которого ярко представлены мужские качества и так далее. И так как у нас здесь карта ожидания, вполне возможно, что кто-то и дождется. Да? Может быть, для кого-то это еще также период ожидания и продлится, а кто-то уже из вас получит встречу. Вот, если, допустим, этот расклад смотрит мужчина, то он может встретить девушку, да, женщину, которая именно вот его ждала, как бы не разменивалась, да, на других мужчин, которые вот ей не нравились, не подходили и так далее. А для тех, кто в ссоре, выпадает карта крест, она может касаться. Эта карта может говорить о том, что действительно могут прекращены быть отношения, и на этой неделе еще пока вы не сможете помириться, потому что нет возможности такой. Это с одной стороны. С другой стороны, эта карта, она говорит о кармических отношениях. А кармические отношения, они обычно длительные, да, даже если мы ссоримся, потом через какое-то время миримся, чтобы опять поссориться, то есть сложные такие отношения могут быть, но вот, скорее всего, у вас именно так и происходит, да, на этой неделе, может быть, еще и не произойдет примирение, потому что вот время не пришло, может быть, еще либо ситуация не оценена, либо, может быть, еще не готовые партнеры, да, ну, в общем, здесь сложности пока что. Даже если вы начнете общаться, то будет опять сложно. То есть нужно дождаться подходящего момента, правильного, и тогда только вот возобновлять отношения, договариваться, мириться и так далее. То есть эта неделя, она лучше пусть будет такой подготовительной, да, неделя, когда осознает каждый ну, то, что ему нужно осознать, потому что крест, он всегда требует осознания. Пока мы не осознаем то, что должны, не будет ситуация меняться. Давайте посмотрим, что ждет водолеев в работе. Выпадает карта рыбы для тех, кто работает по найму. Рыбы – это всегда деньги. Это комфортное такое существование в коллективе. Да? Здесь возможность есть проявить свои творческие способности, таланты. Есть возможность работать в коллективе, да, в общем, все же самое лучшее, что только может быть, вплоть до того, что любимое дело мы делаем, да, то есть работа нам нравится, даже может быть какое-то повышение, потому что рыба, она у нас может как бы на разных уровнях, да, находиться. То есть от нас зависит, если мы хотим, мы можем вполне на этой неделе рассчитывать на признание, да, на какую-то прибавку, может быть, в деньгах, на выплату какую-то, на дивиденды, на хорошую зарплату, прибыль и так далее. Ну и, конечно же, рыба, она говорит о том, что нас оценят обязательно по достоинству. Теперь для тех водолеев, которые ищут работу, выпадает карта собака. Значит, можно обратиться к друзьям, людям, которых вы хорошо знаете, близким. Они могут действительно вам помочь и подсказать. То есть здесь, когда вы у них спрашиваете, они еще сами, в принципе, не знают, да, но
как бы будет у них такая задача, да, и они смогут вам в этом помочь. Пока что здесь все расплывчато, пока здесь еще нет четкого понимания, что будет именно, да, какая работа подойдет, где вас возьмут, примут, где вы подойдете, понравитесь. Но в любом случае, смотрите, здесь фигура как бы такой босой, как бы босой девушка, наверное, или девочка тут у нас, да. То есть, что значит, когда мы босиком становимся на землю? Во-первых, мы получаем энергию от земли, а земля – это то, что у нас является символом материнства, да, или символом того, что есть вокруг нас материального, да, то есть она как раз и позволяет нам материализовать наши желания, ее энергии. И вот как раз вот получается здесь на этой карте именно такой образ. То, что мы задумали, оно может материализоваться. И плюс еще, если мы обратимся за поддержкой к близким, к знакомым, к друзьям, это будет как можно быстрее. То есть мы действительно интуитивно лучше чувствуем себя, лучше чувствуем жизнь, когда мы вот босиком, допустим, по траве, там по земле идем, да. Вот именно на это здесь и намек. Прислушаться к себе и обратиться к близким, к друзьям, к знакомым, для того, чтобы они нам помогли вот в поиске работы. Но так как у нас здесь вот пока что тут туманная обстановка, да, но в ближайшее время будет вот материализация нашего желания. То есть все произойдет так, как надо. Но помощью пренебрегать не нужно. Для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта аисты. На этой карте аисты изображены вот сидящими, стоящими, да, то есть они не летят. То есть это карта постоянства в данном случае. У нас аисты символ дома, символ уюта, символ того, что семья для нас важна, семья для нас ценность. Так вот, мы к своему делу здесь относимся как к семье. Мы считаем его для себя как раз вот самой важной ценностью, нашей опорой и вот как раз тем, на что мы опираемся, да, к чему мы стремимся и куда мы больше всего вкладываем любви, где мы стараемся заводить связи, такие вот, ну, которые больше похожи на связи вот домашних, да, то есть близких людей, которые в одной семье живут. То есть для нас получается бизнес как семья. И мы особенно остро это почувствуем ну, вот на данной неделе. Также аисты здесь вот они прям выделяются на фоне Луны, да, вот таким вот белым цветом. Карта говорит о том, что будет очень много новостей каких-то хороших. Причем здесь пара, да, либо будет два источника дохода, либо два появятся важных клиента, которые будут как бы поддерживать наш бизнес, либо, может быть, появятся какие-то люди, заинтересованные в том, чтобы стать партнером нашим. В общем, здесь луна полная, да, наши желания исполняются, какие-то тайны открываются. В общем, все, что было скрыто, становится явным. И если это карта и перемен, да, но перемен таких к постоянству, да, то есть перемены, возможно, уже были, и теперь все стабилизируется. Давайте теперь посмотрим финансы. Для водолеев выпадает карта «Дом». Карта говорит о том, что финансы будут действительно ну, как бы в хорошем состоянии, да, значимые. Вообще дом – это структура, то есть, скорее всего, водолеи, они следят за тем, чтобы все их финансы расходовались по назначению, и у них финансы в безопасности и так далее. Если это еще не так, то вот карта советует этим заняться. Кроме того, может быть, будут расходы на дом, да, на то, что внутри. Может быть, это будет приобретение недвижимости, либо продажа недвижимости. В общем, то, что связано с недвижимостью, вот эти вопросы, темы тоже будут касаться вот ваших финансов. Может быть, кстати, и приобретение в ипотеку недвижимости, потому что здесь у нас
Домик такой не очень большой, да, не очень внушительных размеров. Вот то, что мы обычно делаем вот в ипотеку, да, мы рассчитываем на то, чтобы как бы выплатить как можно скорее, чтобы наша вот эта недвижимость стала нашей, да, и потом как-то ее расширить, улучшить. И вот здесь вот этот домик, он тоже таких небольших размеров, хотя он тут достаточно уютный, но все-таки, скорее всего, это что-то временное, да, вот вы рассчитываете на то, что дальше будет лучше, это как первый этап какой-то. Вообще, может быть много трат на домашних, да, на семью, на недвижимость, на то, что внутри дома. Теперь совет. Совет Лилии. Водолеи, вам стоит, карта говорит о том, что вам стоит проявлять себя, проявлять свои лучшие стороны, проявлять свои таланты, способности. Вот эта карта говорит о том же самом. Пришло время для того, чтобы вывести себя на новый уровень, чтобы все увидели, на что вы способны, что у вас есть такого особенного, что отличает от других людей. То есть вы действительно достойны какого-то улучшения, повышения. И вот эта карта говорит о том, чтобы мы не скрывали то, что есть в нас. Самое лучшее, самое ценное, то, что нас от всех отличает, и чтобы мы росли и развивались, чтобы мы как бы все свои таланты не, ну, в общем, во-первых, не прятали, а во-вторых, чтобы они у нас были постоянно в росте, постоянно в развитии. Ни один талант не может развиться до конца, вот в какой-то определенный момент. Все они развиваются в течение жизни. То есть вот чем больше мы себя проявляем в какой-то области, тем мудрее мы становимся, тем лучшим специалистом становимся, тем лучше у нас получается. И вот карта говорит о том, чтобы мы никогда не останавливались. Это раз. Во-вторых, здесь, может быть, какие-то вопросы с властью будут решаться. И так как это совет, карта говорит о том, чтобы мы не боялись обращаться вот в какие-то государственные учреждения, юридические. Если нужны какие-то там вопросы судебного порядка, тоже все это нужно делать. Если мы знаем, что правда на нашей стороне, нужно обращаться, нужно обращать внимание и других людей, общества, обращать на то, что происходит вот в нашей жизни, да. Карта говорит о том, что нужно иметь чистые помыслы, нужно заботиться не только о себе, но и о других. Тогда вот все будет в порядке. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.